Всем доброго дня, всем здравствуйте. Вы на YouTube-канале Казахстанской Федерации Триатлона. Брифинг к шестому этапу Кубка Тимир Адам. 6 августа, 6-7 августа Костанай. Именно там состоится шестой этап Кубка Тимир Адам. Но и для атлетов категории Pro, для атлетов категории Age Group мы предлагаем вашему вниманию брифинг на дистанцию спринт. Итак, вы можете видеть на своих экранах карту этапов. Традиционно начинаем с плавания. Плавательный этап состоит из одного круга. Протяженность круга 750 метров. Велоэтап 20 километров. Каждый круг по 4 километра, соответственно, 5 кругов. 5 кругов, поэтому будьте внимательны, не запутайтесь, не сделайте меньше кругов, но и сделайте больше, собственно говоря, наверное, вас точно никто ругать не будет, если вы проедете больше. Но в любом случае 5 кругов, 20 километров. И беговой этап 5 километров, 3 круга. Беговой этап будет проходить по лыжероллерной трассе города Костаная. Вот здесь на набережной, как вы можете видеть на карте. Поэтому, я думаю, там тоже запутаться не получится. Но я думаю, кто был в Костанае, тот прекрасно помнит выход из воды. Эти ступеньки до транзитной зоны. Как мы назвали про себя, это ступеньки Рокки Бальбоу, да? Из известного фильма «Рокки». Так что, в принципе, ничего нового. Напоминаю, что на плавательном этапе обязательное ношение шапочки. Без нее на старт допускаться не будут атлеты. Временной лимит на плавательном этапе 1 час или 60 минут. Драфтинг на гонке разрешен. Использование тайм-триальных велосипедов запрещено. Лимит времени на плавание 1 час. Велоэтапа 2 часа 30 минут. Общий лимит 4 часа. На своих экранах можете видеть порядок нанесения номеров на тело, где они должны располагаться, и для удобства судей, чтобы они видели по ходу следования вас по дистанции. Напоминаем, что на велоэтапе ваш нагрудный номер находится на спине. На беговом этапе после второй транзитной зоны ваш нагрудный номер находится спереди для удобства работы судейской бригады и фиксирования прохождения количества ваших кругов на дистанции. Ну и на ваших экранах вы можете видеть номер страхования перед каждым этапом страхования своего здоровья. Напоминаем штрафы. Использование шлема. Не забывайте, что шлем должен быть застегнут вплоть до того, пока вы не поставите велосипед обратно на стойку, даже в транзитной зоне. Прохождение линии схода посадки на велосипед. Инвентарь и экипировка в транзитной зоне. Получение незаконного преимущества. Препятствие движению других атлетов. Создание опасных ситуаций. Оказание помощи. Неуважительное отношение. Штраф за нарушение правил составляет 30 секунд и добавляется к итоговому времени. Получение 3 штрафов влечет за собой автоматическую дисквалификацию. Еще раз напоминаем, что постановка велосипеда в транзитной зоне до старта ваш байк, переднее колесо, смотрит внутрь транзитной зоны. По итогам выступления велоэтапа, по завершению велоэтапа, переднее колесо смотрит наружу при постановке вашего байка в транзитной зоне. Ваши вещи должны быть сложены аккуратно в корзину и находиться непосредственно внутри. Все, что будет находиться за пределами корзины, будет караться штрафными секундами, которые будут плюсоваться к вашему итоговому результату. Все ненужные вещи, которые непосредственно не понадобятся вам в ходе гонки и не нужны вам по ходу дистанции, вы можете убрать в камеру хранения, которая будет располагаться на стартовом городке для вашего удобства и размещения ваших вещей и личной атрибутики. Что касается чипа, то не забываем, чип – это ваш основной датчик, ваш основной сигнал, по которому фиксируется время старта и время финиша. Чип должен быть закреплен на левой ноге, на лодыжке левой ноги. Зона передачи и место передачи эстафета будет указано на месте старта главным судьей Михаилом Кузнецовым в день гонки.
Обращаю ваше внимание на то, что так как по 2 раза будут задействованы и велосипедист, и бегун, очень внимательно нужно велосипедисту отнести передачи эстафеты. Велошлем и велотуфли должны оставаться в транзитной зоне в момент приема или передачи эстафеты. Велотуфли либо в корзине, либо на байке. К вашему вниманию предоставляется таблица пользования гидрокостюмов. Обратите, как определяется эта норма, разрешено или не разрешено пользоваться гидрокостюмом. На длинных дистанциях до 1500 метров запрещается, если температура воздуха выше 22 градусов, обязательно, если ниже 15,9. Если дистанция 1500 и длиннее 24,6 и выше температура, тогда гидрокостюм запрещен. 15,9 и ниже, тогда гидрокостюм обязателен. Предоставляем следующую таблицу для вашего изучения и ознакомления, в случае чего может быть сокращена или даже отменена, соответственно, с правилами данной таблицы, водная дисциплина. Обратите внимание, первый столбик – исходная дистанция, дальше идет температура воды. И если температура воды выше 32 градусов, то, соответственно, идет отмена абсолютно всего водного этапа. То же самое происходит, если температура воды ниже 12 градусов. Ну а дальше уже, исходя из каждой таблицы, из каждого столбика, вы можете увидеть, во сколько раз дистанция либо сокращается, либо остается, если температура воздуха на данный момент выглядит следующим образом. Ну и для того, чтобы понимать, как определяется температура воды в день гонки, предоставляем к вашему вниманию таблицу для определения температуры воды. Определяется она путем соотношения температуры воздуха и температуры воды. Давайте возьмем самый простой пример. Верхняя строчка горизонтальная – температура воздуха. К примеру, температура воздуха на момент старта составляет 10 градусов. Теперь обращаю внимание на столбик вертикальный. Температура воды. Условно, на момент старта температура воды составляет 16 градусов. Соответственно, мы должны скрестить 10 и 16. И в результате видим полученный результат, что температура воды на данный момент составляет 13 градусов. А дальше уже по порядку. Если это 13 градусов, и, соответственно, из всего исходящего смотрим предыдущие таблицы. Разрешается, обязателен ли гидрокостюм, либо не допускается. Всем участникам хорошего старта, легких ног. Не забывайте про свою собственную безопасность, про безопасность своих атлетов. Не забывайте про файрплей. Уважительно относитесь к себе, к своим соперникам, и тогда гонка у вас обязательно получится. Всем большое спасибо за внимание. Кто смотрел, не забудьте поставить лайк.